Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня у нас в гостях находится Анастасия Константинова, секретарь от Российской Федерации в секретариате Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Добрый день, Анастасия! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, о себе. Я родом из города Якутска, закончила 33-ю школу и в 2011 году закончила финансово-экономический институт по специальности «Мировая экономика». И практически сразу после окончания поступила на работу в Министерство по федеративным отношениям и внешним связям на тот момент, где проработала 7 лет, начиная от ведущего специалиста, заканчивая замруководителя отдела. И я считаю, что работа в министерстве дала мне большой опыт, понимание работы и в целом работы в международной сфере, отношений между странами, регионами. А расскажите, пожалуйста, как вы оказались в Корее, где вы работаете? В целом, вкратце расскажу про нашу ассоциацию. Ассоциация была создана в 1996 году. В настоящее время в нее входит 6 стран и 78 регионов-членов. Это такие страны, как Китай, Япония, Южная Корея, Северная Корея, Монголия и Россия. От России регионами-членами являются 16 регионов-членов. В основном это регионы из Дальнего Востока, в том числе Республика Саха-Якутия. Она является членом с момента основания, с 1996 года. И в прошлом году она получила председательство данной ассоциации сроком на 2 года. И, в принципе, с этим событием наверняка связано то, что я перешла работать в секретариат РАСВА, так как Якутия является представительским регионом. Соответственно, направили как представителя от Якутии для работы более тесного сотрудничества с секретариатом. В чем цель этой организации? Как она работает? РАСВА основывается на принципах взаимной выгоды, равенства, доверия и уважения. Цель РАСВА — это создать такое общество в Северо-Восточной Азии, где независимо от дипломатических или политических разногласий будет развиваться активное сотрудничество между региональными правительствами, именно на уровне межрегионального сотрудничества. И в глобальном мире, особенно в нынешнем глобальном мире, очень важную роль играет сотрудничество именно не между странами, а между регионами. Мероприятия РАСВА проходят только в странах, председательствующих в этой организации в Корее, или же есть какие-то мероприятия, которые проходят поочередно то в одной стране, то в другой? Основными мероприятиями является рабочая комиссия РАСВА и Генеральная ассамблея РАСВА, которая проходит в председательствующем регионе. Также еще проводятся подкомиссии, которые проводятся в регионах, которые являются координаторами этой подкомиссии. К примеру, Якутия является координатором подкомиссии по спорту. Например, в Японии действует подкомиссия по предотвращению стихийных бедствий. Каждый регион основывается на интересующей его теме. Поскольку мы все знаем, что в Японии часто происходят землетрясения, соответственно, она имеет большой исторический опыт, как предупреждать эти стихийные бедствия, и она этим опытом делится у себя в рамках данной подкомиссии. А скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какая подкомиссия, точнее, является наиболее активной? Это, конечно, зависит от региона-члена. Очень активные подкомиссии в Китае. По логистике новая подкомиссия они создали. В этом году проходит первая. Также в Корее подкомиссия по экономике. Туда всегда приезжает большое количество участников, наверное, потому что все хотят поделиться экономическим сотрудничеством. И еще такие направления, как экология, туризм, тоже очень популярны. Скажите, пожалуйста, вы всегда мечтали работать в международной организации или в организации, которая связана с международными связями? Да, меня с детства интересовали международные связи, иностранные языки, поэтому всегда мечтала пожить в другой стране, понять, каково это, другой менталитет, другую культуру. И, конечно, работа в международной организации — это очень мне интересно. Я планирую в дальнейшем тоже продолжать работать в данной сфере. Возвращаясь к опыту работы в Министерстве внешних связей, какие проекты, какие мероприятия особенно вам запомнились и
повлияли вот на вашу карьеру, на ваш опыт? Поскольку я курировала работу с Японией, были проекты, несколько проектов, которые реализовались. Это которые непосредственно я тоже принимала в этом участие. Многие организации, министерства, несколько министерств этим занимались, в том числе наше Министерство внешних связей, по строительству круглогодичной теплицы в городе Якутске, которые успешно действуют в данный момент, а также по строительству ветряных установок в поселке Тикси. Вот эти вот проекты, они у меня глубоко в сердце зашли. Я прямо так за них переживала и хотела, чтобы они реализовались. И была очень рада, что в конце концов по ним шло продвижение и есть определенный результат. Вы представляете, насколько я поняла, не только Якутию, но и всю Российскую Федерацию. Да, всю Российскую Федерацию. То есть я работаю как раз-таки с данными 16 регионами, которые являются членами. Как обычно у вас проходит распорядок дня? Чем вы занимаетесь изо дня в день вот в этой международной организации? Наша организация интересна тем, что там работают представители из всех стран, которые являются членами организации, и такой международный коллектив. Основная цель секретариата — это организовать связь между регионами-членами на всех 6 языках. Соответственно, мы ежедневно производим много перевода, организуем мероприятия, разговариваем, общаемся с нашими регионами-членами, каждый по своему направлению. Анастасия, вы упомянули 6 языков, на которых работает Арасва. Какие-то языки и на каком языке вы обычно общаетесь между коллегами? Рабочий язык секретариата корейский, поскольку мы располагаемся в Республике Корея, в городе Похан. Языки — это китайский, японский, корейский, соответственно, монгольский, русский и английский. Трудно ли работать в международном коллективе? Как вы вообще познакомились со своими коллегами? Как вы себя представляли? Было очень приятно познакомиться. В первый день меня приняли очень по-теплому. И в целом, я думаю, что работа не сколько в корейской организации, а сколько в международной организации очень интересно, и благодаря этому можно познакомиться с культурой разных стран. Ежедневно даже у нас была такая практика по инициативе нашего генерального секретаря. Мы один раз в неделю, каждый представитель страны представлял какое-то событие или мероприятие из культуры своего народа. Мы представили, соответственно, Якутию и эпос Солонхо. Таким образом, работа в международной организации очень мне нравится, очень интересно. Здорово. Что обычно вы рассказываете о Якутии и о России в целом своим коллегам, друзьям? Наши коллеги уже знают очень много про Якутию благодаря ежедневным разговорам. Естественно, самое первое, о чем нужно говорить про Якутию, это про то, что, наверное, это самая холодная точка в мире, поскольку сразу люди начинают интересоваться, где же это располагается, почему там так холодно, какие люди там живут, которые могут жить в таких условиях. Еще одним интересным брендом являются мамонты. Азиатские народы всегда интересуются этим. И японцы, и корейцы посещают город Якутск. Всегда мы их водили в музей мамонтов. Всегда у них была очень такая яркая реакция. И наши коллеги тоже уже много знают про мамонтов, про то, что они очень хорошо сохранились в Якутии благодаря вечной мерзлоте. И, соответственно, Якутия — это республика алмазов, республика недров. Какие инициативы наша республика продвигает в этой международной организации? Какие мероприятия вообще проводит Арасва? Арасва проводит подкомиссии. В настоящее время действует 17 подкомиссий. Каждый регион может выступить, инициировать создание подкомиссии и быть координатором данной подкомиссии. Якутия в 2013 году выступила с инициативой создать подкомиссию по спорту. И в этом году, в августе, было проведено первое заседание подкомиссии по спорту, в рамках которой Якутия предложила регионам представлять и развивать сотрудничество в сфере национального спорта. Также в августе этого года было проведено заседание рабочей комиссии, где приняли участие все представители регионов-членов, где также Якутия выступила с инициативой в следующем году провести презентацию торгово-экономического, туристского и экспортного потенциала регионов-членов. Впервые будет проведено с таким упором на экономическое, практическое сотрудничество, такое мероприятие в следующем году.
Решено ли уже, где будет проходить мероприятие? Да, в Якутии в рамках Генеральной Ассамблеи осени следующего года. Здорово. Значит, вы приедете еще раз в Якутию Обязательно. следующей Да. осенью, да? Вообще, часто бываете в Якутии? Ну, так сложилось, что в этом году я 4-й раз прилетаю в Якутию, поскольку было много командировок. А в следующем году пока не запланировано, пока вот только осенью следующего года. Но надеюсь, конечно, почаще приезжать в Якутию родную. Скучаете по республике? Да, скучаю по родным, по друзьям и по кухне, по якутской. По-якутская. Да. А там, наверное, корейская, да, в основном кухня Да, представлена? корейская. Или- Да, она, конечно, очень разнообразная, очень много людей ценит эту кухню, но она острая все-таки. Анастасия, я знаю, что вы знаете не только корейский язык, да? Расскажите, может быть, нашим слушателям будет интересно. Основной язык у меня английский язык, поскольку я заканчивала мировую экономику. Второй язык у меня китайский и вот корейский язык. Китайский вы изучали в Китае, да, по-моему? Китайский я изучала в университете и ездила по обмену в Китай, в город Линьи. Здорово. То, что у нас есть люди, которые владеют столькими языками и могут налаживать международные связи Якутии в разных направлениях. Спасибо большое, Анастасия. Желаю вам дальнейших успехов. Пусть ваша работа приносит вам удовлетворение и пользу нашей республике, нашей стране. Спасибо большое. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что у нас сегодня в гостях была Анастасия Константинова, секретарь от Российской Федерации в секретариате АРАСО. А мы вернемся к теме деятельности Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии уже в следующем году. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и Савина Данилова.